Меня зовут Зарина, но подростком я мечтала проснуться утром мальчиком. Девочек в интернате всегда меньше. Мы обычно либо круглые сироты, либо плод нежелательной беременности. Мне говорили, что я сирота. Девочек в интернате не бьют так сильно, как мальчиков, не закрывают в темной. Но это не значит, что нам там лучше. Все мои мечты с раннего детства были только о родительской ласке. Засыпая в холодной постели под жестким одеялом, я пыталась представить свою маму. Свою маму, которая гладила бы меня по голове и читала мне сказки. Но это так и осталось детскими грезами. Отсутствие мамы я ощутила как никогда сильно в подростковом возрасте. Это ведь мама должна объяснять дочери, как себя вести, когда начинает расти грудь, когда начинаются те самые особенные для девочек дни. В интернате этому не учат. А если я в эти дни пачкала постель или белье, меня просто ругали, что я не умею за собой ухаживать. А кто меня этому научит? Со временем я начала себя ненавидеть за то, что я девочка. Я мечтала проснуться утром мальчиком, чтобы больше не испытывать жгучего стыда и не испытывать боли внизу живота. Многие интернатовские девочки, недолюбленные, не видевшие ласки, рано беременеют. Практически от первого человека, который сказал им доброе слово. Я не стала исключением. Своего первого ребенка родила в 17 лет, едва покинув стены интерната. Мы с дочкой ютились в общежитии и перебивались как могли. Однажды обо мне написали в газете. Появились люди, готовые ежемесячно помогать мне и дочери. Тогда же появился и молодой человек, готовый поддержать меня и моего ребенка. Я тогда подумала, что он готов к этому. Я мечтала о полноценной семье, но как только я забеременела, он пропал. Я осталась одна с 2 детьми на руках, без каких-либо жизненных навыков, без работы и без собственного угла. Сегодня мы практически живем на то, что жертвуют нам неравнодушные люди. А я держусь сама только на вере в Бога. Сори.